В этот день в сквере имени Айтматова собрались наши соотечественники, проживающие в Москве, дипломаты, представители парламента и правительства России, родные и близкие писателя, а также поклонники его творчества. В церемонии приняли участие президент Сооронбай Жээнбеков, мэр Москвы Сергей Собянин, министры культуры двух стран Азамат Джаманкулов и Владимир Мединский, посол Болот Тотумбаев, а также спецпредставитель президента России по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Выступая перед собравшимися, президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что открытие памятника в Москве говорит о том, что не только в Кыргызстане, но и в России с большим уважением относятся к памяти и творчеству Чунгыза Айтматова. Айтматов классик не только кыргызской, но и русской литературы. Он своим талантом смог стать ярким представителем как кыргызской, так и русской литературы. Он всегда сам говорил, что два языка, кыргызский и русский, что его два крыла. И вот на этом он всегда акцентировал. И он был всегда таким человеком, от которого всегда ждали чего-то хорошего. Айтматов был не только гениальным писателем, он был и человеком мирового, глобального масштаба. Он был всесторонне талантлив. Он был и публицистом, гуманистом, философом, и общественным, государственным и общественным деятелем, и дипломатом. Имя Айтматова вызывает национальную гордость и священный трепет в душах всех кыргызстанцев. Благодаря ему читатели всего мира узнали о самобытности, культуре и богатой истории кыргызского народа. Потому что Чунгыз Айтматов, благодаря своему таланту, через своих читателей, он донес всему миру культуру кыргызов и богатую историю кыргызского народа. Я хочу использоваться этим случаем, выразить искреннюю благодарность от своего имени, от всего кыргызского народа, президенту России Владимиру Владимировичу Путину, российскому народу, особенно москвичам, его мэру Сергею Семеновичу Собянину, за то, что здесь, в Москве, в центре Москвы, стоит памятник Манасу и Чунгызу Айтматову. Затем выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Когда произносит его имя, это ощущение искренней чистоты, доброты и величия. И это ощущение вместе с памятью об этом великом писателе навсегда остается с нами. И сегодняшний памятник, его открытие, это символ нашей совместной истории, культуры и дружбы. В этом году мировая общественность широко отмечает 90-летие со дня рождения великого гуманиста. Мероприятия, посвященные его юбилею, прошли на площадке Генассамблеи ООН, международной организации «Тюрксой». Его память почтили в России, Турции, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Беларуси, Японии, Китае и в других странах. Чунгыз Айтматов – величайший мудрец. Это глыба. Это создатель отдельного уникального жанра в рамках классического реализма, проникнутого мистикой, притчами, глубочайшим знанием народной культуры, мирового этноса, легенд. Второго такого писателя в 20 веке не было. Представители кыргызской диаспоры признаются, что не только советское, но и нынешнее поколение москвичей любят и читают произведения Айтматова. Все мы гордимся Чунгызом Айтматовым. И сегодняшнее мероприятие еще это одно достоинство, ценнейшее качество кыргызского народа. Почетных гостей за тот вклад, который они внесли. Вы приезжали, когда был в Москве?
Напомню, 6 декабря президент Сооронбай Жээнбеков принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в городе Санкт-Петербург. В 2018 году в органах ЕАЭС председательствовала Россия. Совокупный ВВП стран Союза в текущем году увеличился на 2%. Объемы внутрисоюзной торговли составили 44 миллиарда долларов. Сформирована нормативная и институциональная база для запуска единого цифрового пространства ЕАЭС. Кроме того, между государствами-членами укрепляется координация в проведении валютно-финансовой и денежно-кредитной политики. На повестке дня было более 10 вопросов. Один из них – о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза. К сегодняшнему заседанию подготовлены проекты важных решений о создании общих рынков нефти, нефтепродуктов, газа. По оценкам экспертов, осуществление этих планов даст прибавку к ВВП наших стран до 9 миллиардов долларов. Как отметил в своем выступлении президент Сооронбай Жээнбеков, Союз имеет огромный нереализованный потенциал, и одной из важнейших задач государств-членов является устранение любых барьеров и ограничений. Важно в полной мере обеспечить свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы должны поддерживать друг друга и устранять препятствия. В 2019 году важно провести работу по наращиванию количества секторов и отраслей, в которых будет осуществляться единая экономическая политика. Для нас важно усилить кооперацию в агропромышленном секторе созданием совместных предприятий. Для успешной реализации этих планов необходима тесная взаимосвязь между государственными органами Евразийской экономической комиссии и бизнесом. Также необходимо создание механизма реализации совместных инфраструктурных проектов. Мы уверены, что реализация совместных проектов приведет к увеличению экономического потенциала всех стран Союза. Уважаемые коллеги, в завершение хотел подчеркнуть, что отношения со странами-членами ЕАЭС остаются неизменным приоритетом Кыргызской Республики. Мы всегда открыты к откровенному доверительному диалогу. При этом рассчитываем и призываем наших партнеров по Евразийскому экономическому союзу к активной совместной работе. По итогам заседания приняты важные для Евразийского экономического союза документы. В первую очередь, решение о вступлении в силу соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между странами ЕАЭС и Китаем, а также решение о временном соглашении о зоне свободной торговли с Ираном. Это говорит о расширении внешних связей ЕАЭС. В следующем году исполнится 25 лет идеи евразийской интеграции и 5 лет со дня подписания договора о ЕАЭС. Перед важными юбилейными датами лидеры приняли декларацию о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Также принят ряд важных документов, в том числе о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов, об основных направлениях международной деятельности Союза на 2019 год. На саммите председательство в организации перешло Армении. Следующее заседание Высшего Евразийского совета состоится в мае 2019 года в Астане. Оно будет посвящено 5-летию образования ЕАЭС, а также 25-летию идеи о Евразийском союзе. По завершении заседания состоялась неформальная встреча лидеров Содружества независимых государств. Нургуль Саматова, Аделет Муратов. Общественный первый канал.